Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева и в начале главной темы выпуска. Праздничная атмосфера. Елка тут очень красивая, здесь очень-очень много аттракционов. О том, как проводят выходные дни жители и гости республики в Грозном, расскажем в нашем эфире. Зимние курорты региона. Мы благодарим Господа Бога, что Он создал вот эту неописуемую красоту и привел нас сюда. В этом выпуске мы покажем красивые местности Чеченской Республики для отдыха. Один из самых лучших санаторий Сирноводск-Кавказский и прекрасные Николаевские водопады. Социально-экономическое развитие. В высокогорном Шатойском районе строятся новые объекты. Подробнее в нашем эфире. Праздничная атмосфера продолжает царить в Грозном в эти дни. Прогулки, встречи с друзьями и посещение центральной елки. В выходные дни жители республики проводят в кругу семьи и близких. Столицу региона посещают и многочисленные туристы. Пообщаться с гостями смогла и наша съемочная группа СЛО Турпал Алита Исумова. Центр Грозного продолжает радовать новогодней атмосферой. Семьи из разных уголков республики приезжают, чтобы весело провести время. Для этого тут есть все. Персонажи мультфильмов, а также Дед Мороз и Снегурочка. Людей на площади действительно много. Есть как местные жители, так и приезжие туристы. И каждый из них находит себе развлечение. Пока одни фотографируются на фоне огромной елки, другие кричат, катаясь на аттракционах. Все это дарит по-настоящему праздничное настроение. Погода благоприятная, она позволяет приводить даже самых маленьких. Вахид Исламов, к примеру, находится здесь вместе с внуками. Да, Новогодние выходные тут проводят и гости из других субъектов. По их словам, они много слышали о красоте региона и поэтому решили отдохнуть именно в нем. Специально выбирали, чтобы приехать посмотреть на столицу. Мечтали об этом давно и наконец-таки появилась возможность именно в новогодние праздники посетить ваш прекрасный город. Прекрасный — это не для красного словца, это именно так и есть. Впечатление сумасшедшее. Все еще, конечно, мы не посмотрели, но планируем посмотреть город поближе. Очень нам нравится. Надеемся приехать летом. Но самыми счастливыми оказались дети. Поездка на лошадях, карусели – это все, что нужно для хороших воспоминаний. Елка тут очень красивая, здесь очень-очень много аттракционов. Я везде покаталась. Хочу поздравить всех-всех с Новым годом и хочу пожелать всем счастья. И такие гуляния продолжатся все новогодние каникулы. Отдохнуть от повседневной суеты успеют все. Главное не упустить прекрасную возможность. Турпал Алита Исумов, шейх Мансур Малатов и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. Отдохнуть и хорошо провести выходные можно и на различных курортах региона. Например, санаторий Сирноводск-Кавказский. Здесь вы сможете восстановить здоровье и пройти реабилитацию. В этом помогут опытные специалисты своего дела, а также Николаевские водопады – место, которое прекрасно в любое время года. Подробнее расскажет Медина Мударова. Для хорошего отдыха не обязательно ехать далеко. В Чеченской Республике таких мест много. Одно из них – санаторий Сирноводск-Кавказский. Красивая природа, чистая вода и свежий воздух. Это место, где люди не просто хорошо проводят время, но и улучшают свое здоровье. Курорт Сирноводск-Кавказский расположился в самом живописном уголке Северного Кавказа. Он один из старейших в нашей стране. За его более чем полуторавековую историю здесь поправили свое здоровье десятки тысяч людей. В санатории оказываются всевозможные услуги, начиная с различных видов водных процедур, таких как грязевые ванны и бассейн, заканчивая лечебным чаем в фитокомнате. Есть грязелечение, есть парафин, есть медобромные, скипидарные ванны, есть сероводородные ванны. Это все со спросом лечебные ванны. Наши отдыхающие очень любят именно эти процедуры.
Вот, и приезжают даже в год 2 раза. Большой популярностью у отдыхающих пользуется процедура парафинотерапии, особенно у тех, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Салфетки нагревают в парафине и при температуре 50-60 градусов накладывают на больные участки тела. Тоже заболевание посттравматического характера. Идет как рассасывающая терапия, обезболивающая и спазмолитический. Тоже вот инсульты, постинсультные тоже бывают у нас. И заболевания периферической нервной системы. Очень щадящий эффект оказывает. Всего нужно 10 таких процедур, но уже на 3-й пациенты чувствуют положительный эффект. А после полного курса можно надолго забыть о лекарствах. Прогревание. Улучшение есть сон. Ванны я принимаю. Вот сюда хожу. Все процедуры. Отлично, юкар. Лучше не бывает. Я ходить не мог. Я сейчас танцевать бегаю. В санатории разработана программа оздоровления по всем направлениям, а грамотный доброжелательный персонал обеспечивает пациентов хорошим лечением и настроением. Здесь можно полностью погрузиться в атмосферу релакса. Ну а целебные источники курорта, как и он сам, поистине являются гордостью республики. Жемчужиной курорта является источник Серноводской воды, известный с давних времен как источник вечной молодости. Он не имеет аналогов в России по своему химическому составу. Вода возвращает людям легкость движения и оказывает омолаживающее воздействие на весь организм. Для тех, кто хочет активного отдыха, к примеру, в горах, добро пожаловать в спортивно-туристический комплекс Нихалой. Зимой также тоже здесь можно провести прекрасное время. Также есть вокруг, как вы видите, у нас горы, то есть отличные пейзажи, можно хорошо отдохнуть от городской суеты. То есть также для зимнего отдыха все необходимое здесь имеется. Но самое главное – это наша природа. Здесь одновременно могут отдохнуть до 200 человек. 8 деревянных коттеджей со всеми удобствами, из которых открывается прекрасный вид на зимние горы. Есть 7 беседок и даже баня. В общем, все условия для того, чтобы отдохнуть от каждодневной рутины и насладиться природой. Здесь очень дружелюбные люди, очень красивая природа, разнообразная. Прямо в самое сердечко попадает. Полностью благоустроена и прилегающая территория. Для удобства туристов по маршруту установлены лестницы и переходы. Группа туристов в рамках своего проекта «Перезагрузка» побывала уже во всех городах России. Сюда они прибыли, чтобы испытать себя еще раз. Восхищены природой Чечни, ущелье, оно прекрасно, водопады. Музыка водопадов, она умиротворяет. Ну, сказка. Мы благодарим Господа Бога, что Он создал вот эту неописуемую красоту и привел нас сюда. Посмотреть, увидеть и людям рассказать. Ну, просто в восторге. Здесь просто фантастические виды. Высокие каменные стены и бегущая вниз вода. Величественная картина, вселяющая восторг и восхищение. Группы водопадов отличаются друг от друга по размеру. К примеру, первые невысокие, не более 3 метров. Чтобы увидеть настоящего гиганта, надо добираться через горные ущелья. Этот путь под силу только самым выносливым. Добравшись до конечной точки, туристов ждет великолепный вид на самый большой Нихалоевский водопад. Падая с высоты 32 метров, вода за несколько сотен лет выдолбила каменную чашу с глубоким озером, где при желании люди могут искупаться, но зимой лучше этого не делать. С каждым годом Чеченская Республика становится одним из самых популярных мест посещения у туристов. И это неудивительно. Здесь каждый для себя может найти тот вид отдыха, который ему по душе. Медина Мударова, Хусейн Мурдаханов, Магомед Басаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел масштабную благотворительную акцию в новых субъектах страны. Более 30 тысяч подарочных наборов вручили детям. Адам Сулейманов расскажет подробнее. В новогодние праздники на территории новых субъектов Российской Федерации творится настоящее волшебство. Несмотря на проведение специальной военной операции, военнослужащие Чеченской Республики находят время позаботиться о самых маленьких и принести им частичку тепла. В рамках очередной благотворительной акции от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, детям привезли новогодние подарки.
По поручению президента фонда Аймани Несиевны порядка 30 тысяч новогодних подарков отправлено детям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, чтобы каждый ребенок смог почувствовать новогоднее волшебство и праздничное настроение. 7 тысяч подарочных наборов были розданы детям Запорожской области. В стороне не остался ни один ребенок. Радостная реакция детей говорит сама за себя. Здравствуй, Дедушка Мороз! Ты, наверное, замерз. Целый день пройдем город, морозил борт, но склони до батарею, я сейчас тебя согрею. Здорово, молодец. Скажи громко спасибо. Спасибо. Число наборов, отправленных в Донецкую Народную Республику, составило порядка 12 тысяч. При виде машин с грузами искренне радовались не только дети, но и взрослые. Конечно же, всем всегда приятно. Дети очень довольны и счастливы. Очень давно у детей горели так глаза. Для детей это зимняя сказка. И я думаю, что она только начинается. Спасибо вам огромное. Остальную часть груза разделили между оставшимися субъектами. В самой раздаче принимали участие как сами военнослужащие, так и просто добровольцы, одетые в праздничные костюмы. Все это делается для того, чтобы подарить детям веселое настроение, особенно после всех пережитых ими трудностей. Как дети, как праздник, все хорошо? Отлично. Дети рады, довольны. Спасибо. Давно в нашем городе такого не было. Спасибо вам большое. Радостные жители выражают искреннюю благодарность Аймане Несиевне, а также Рамзану Кадырову за подаренный ими праздник. Ведь такая поддержка непереоценима в столь тяжелые времена. Адам Сулейманов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Стремительными темпами по всем направлениям развивается один из высокогорных муниципалитетов региона. Сразу несколько социально значимых объектов возводятся в Шатойском районе. На строительных площадках побывал мой коллега Адам Магомедов. Рост уровня жизни населения Шатойского муниципального района идет семимильными шагами. Большой акцент сделан на улучшение его инфраструктуры. К примеру, в селении Вярды на застройке общей площадью 1200 квадратных метров ведутся работы по возведению нового мини-футбольного поля, площадки для воркаута, а также небольшой зоны отдыха. Строительство планируют завершить уже в конце декабря. Отдыха предназначено скамейки, урны, освещение, также детская площадка включена. Для местных жителей это большой плюс, ведь подобных объектов в округе нет. Однако совсем скоро у них будет место для прогулок и занятия спортом. Помимо этого ведутся работы по улучшению коммуникаций, что всегда было проблемным вопросом для высокогорных районов из-за труднодоступности, неровного рельефа и различных оползней. Однако эти вопросы успешно решаются благодаря качественным материалам и грамотной установке. Тут уже строится площадка под резервуар. Площадь застройки составляет 3000 квадратных метров. Вода будет поступать вон с тех гор в две емкости по 500 кубов. Отсюда же пойдет водопровод протяженностью 68 километров, и от него будет питаться сразу несколько населенных пунктов с общим населением 4789 человек. Вода поступит в 690 домовладений. Объекты строятся в рамках реализации программы «Социально-экономическое развитие горных территорий». Ее основная цель – обеспечение ускоренного и устойчивого экономического роста горного муниципалитета. Адам Магомедов, Сейдамин Мусаев, Сейдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Такие события следите за вестями на официальных страницах, в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.